На имущество председателя Крым-Барлиги Сейтумера Немитулаева в Геническом районе Херсонской области украинские власти наложили арест. Его же обещают арестовать, как только он пересечет границу. Подробности в следующем сюжете. Семья Сейтумера Немитулаева занималась овощеводством. Весь свой бизнес Сейтумер Аха построил в Херсонской области, занимаясь земледелием. На протяжении 10 лет возглавлял администрацию в Геническе. Он всегда стремился работать в Крыму. Однако воплотить эту идею ему не позволяли. В 2010 году назначение было меня на главу администрации Бахчисарайского района. Я прошел все согласования, начиная от крымской власти, которая в то время была, и согласование с президентом Украины и со всеми властями. Но Мустафа Джемилев и вся его команда все делали для того, чтобы я не был в Крыму и не работал. И есть интервью Мустафы Джемилева, где он говорил, что это чужой татарин. Те, которые за пределами Крыма живут, это не наши татары. В случае с этим Немитулаевым мы просто видим неумный советский рецидив. При советской власти тоже, при всей ее звериной по отношению к крымско-татарскому народу дискриминационной политики, всегда держали на некоторых относительно высоких должностях пару весьма отдаленных от своего народа людей крымско-татарской национальности. Это для того, чтобы парировать империалистической пропаганде, которая, ясно дело, злобно клевещет на самую мудрую в мире национальную политику КПСС и советского правительства. Тогда Сейтумера Немитулаева назначают главой Генической администрации. Однако и там спокойно работать возможности не предоставлялось. С 2010 года это началось, когда Гриценко назначили губернатором. Первое, что он начал полностью террор над моей семьей, над бизнесом, это был чисто заказ Мустафы Джемилева. Это я знаю. Меня травили, 3 раза выбрасывали в дом коктейль Молотова. Поджигать хотели, все делали. Я считаю, что это их рук дело. В 2014 году Сейтумер Немитулаев вынужден освободить место главы администрации. В то же время он принимает четкое решение – вернуться в родной Крым. После того, как я был уволен с должности главы администрации, это было в 2014 году, 10 марта, я глубоко убежден, это было после звонка Чубарова, Рифата. Хотя утром был звонок от губернатора, говорит: Сейтумер Нуридинович, мы хотим вас оставить, чтобы вы работали, все. Как у вас отношения с ним? Я говорю: у меня отношения сложились нейтральные, ничего хорошего, ничего плохого. Это был праздничный день, было увольнение. Но после того, как уволился, все, я и до этого собирался в Крыму после того, как на пенсию уйду жить. У меня 3 детей здесь живут в Симферополе, 6 внуков. Это Крым, родина моих предков. Я в 1967 году, будучи 15-летним мальчиком, более 2 месяцев в Крыму скитались, нас не прописывали. Эта мечта осталась у меня. Сегодня там, в Геническе, на все нажитое за долгие годы имущество Сейтумера Немитулаева наложен арест. Арестованы все имущества. Даже взять вот это на выезде гостиничный комплекс, рынок, они все захватили. Огородили, никого не пускают. Внутри абсолютно все до обоев выбрали. Кондиционеры, телевизоры, ковер, мебель, все вывезли. Вот это Украина, о которой говорят, что это самое демократическое государство. Сегодня в Украине любого могут арестовать, не спрашивая ни отечества, ни родины. Любого могут унизить. Произошел Майдан, это не первый Майдан в Украине и не последний. Я в этом глубоко убежден, у них это будет часто, и ничего хорошего это не приведет. Больше всего Сейтумер Бей переживает за родственников, которые там остались. Преследования, которые идут в последнее время, очень ужесточились на мою семью, на моих друзей. Всех вызывают в СБУ, опрашивают, угрожают, а что же я звоню. И в последнее время практически я уже никому не звоню, только так мы, когда приезжают, встречаемся, разговариваем. Что сделаешь? Приходится менять десятки телефонов, другого пути нет, я не хочу друзей подводить. Покупаем, выбрасываем другое. Ну, знаю все, что делается сегодня в Херсонской области и на Украине. За бугром остался и самый близкий человек Сейтумера Нуридиновича, его супруга Надия Ханум.
По сегодняшний день мы все, что заработали, все состояние, какое есть, это на земле. Буду делать все для того, чтобы мы, крымские татары и все жители Крыма, жили по российским законам, но все, что позволяет закон, мы должны добиваться для своего народа. Нариман Тарсинова, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет».